эфире телеканала «Итоги дня». В студии Надежда Саханская. Добрый вечер. И вот о чем расскажем вам сегодня. 50 героев труда Якутии получили высшую награду главы республики. Айсен Николаев вручил заслуженную премию в рамках награды «Человек труда». Есть, впрочем, и те, кто рискует быть награжденными штрафами. Электросамокаты вновь появляются на дорогах Якутска, создавая травмоопасную обстановку. Огненный рубеж под контролем. Пожарная охрана России празднует 377 лет. 30 апреля в Якутске чествуют героев Огненного фронта. 30 апреля отмечаемый День коренных малочисленных народов России. Так, площадь Орджоникидзе стала центром, где собрались представители малых народностей. Связь земного и небесного. Открылась выставка Лены Гоголевой «Люди и птицы». Образ птицы в работах автора становится центральным концептом, звеном между материальным миром и духовной культурой. Подведены итоги по завозу грузов в северные и арктические районы. Всего за зимний период доставлено свыше 503 тысяч тонн жизнеобеспечивающих грузов, что составило 104% от плана. Было задействовано более 750 единиц спецтехники и 1000 специалистов. Несмотря на непростые климатические условия и ряд вызовов, таких как теплая зима и сложности с доставкой, все объемы топлива, продовольствия и медикаментов были успешно доставлены. В завершении заседания Дмитрий Садовников вручил государственные награды отличившимся участникам завоза. Сложный период, на самом деле, ежегодно он у нас бывает непростым. Летняя, скажем, теплая зима, она давала коррективы, ну и работа некоторых наших, скажем, разрезов ввели коррективы в нашей работе. При плане 486 тысяч мы сегодня завезли 503 тысячи. Сегодня мы как раз подвели итоги, ну и, конечно, поблагодарили тех людей, которые сегодня достойны этого. 50 человек удостоены награды главы Якутии «Человек труда». Традиция чествования людей, добившихся успехов на профессиональном поприще, зародилась еще в 2023 году. С тех пор заслуженные награды получили 150 человек со всей Якутии. Вероника Таюрская расскажет о героях труда. Пожарный и педагог, режиссер и летчик, геолог и тренер. Вроде такие разные профессии, но в этот день их объединила премия, название которой «Человек труда». В преддверии Международного дня трудящихся 50 человек удостоились заслуженных наград. Премия «Человек труда» – это признание родной компании. В этом году среди лучших работников Якутии представители «Алроса». Я работаю с 1980 года аж в Бытовинской экспедиции, потом в Вилюйской переименовалась «Алроса». Сейчас я работаю ведущим геологом группы поисков на Крымской площади. Скажу, в целом профессия такая любимая. Ни разу не приходилось даже думать о замене работы. Человек труда должен соответствовать нескольким критериям. Внедрение современных технологий, высокие достижения в работе, преданность выбранной профессии и наставничество для молодых специалистов. Я, честно сказать, не ожидал, что буду удостоен этой высокой для меня награды, премии «Человека труда» 26 года. Я благодарен всем, кто меня выбрал, и вообще всему коллективу, всей республике. Призываю молодых людей, чтобы выбирали себе рабочие специальности, учились и осваивали азы труда на производстве. Свои познания повышали, учились. Хоть к премии и представлены 50 человек, но за каждым из них стоит родной коллектив. Лауреаты проделали большой профессиональный путь и смогли достичь карьерных высот. Мы всегда поддерживали людей труда. И, конечно, труд для нас, вот особенно для нашей республики, которая расположена в таком суровом климате, имеет огромное значение. И сегодня это прекрасный пример наших тружеников, это прекрасный пример для нашей молодежи, для тех, кто сегодня выбирает профессию. И как раз
те люди, которые прославляли и прославляют нашу республику, я считаю, достойны той премии, которую мы уже ежегодно здесь вручаем. Сегодня в Якутии проживает 200 лауреатов премии «Человек труда». Для каждого из них это признание заслуг и дань уважения их профессиональным достижениям. В следующем году республика выберет новых 50 человек, удостоенных звания «Человек труда». Вероника Таюрская, Джоустан Иннокентьев, Якутск. Фестиваль здоровья стал настоящим праздником для работников здравоохранения и жителей Нерюнгринского района. Основная цель мероприятия – показать и рассказать людям, как бережно относиться к своему здоровью и как увеличить активное долголетие. Подробнее о том, как он прошел, в нашем следующем сюжете. Сотрудники Нерюнгринской больницы с энтузиазмом делятся своими знаниями и опытом, создавая атмосферу открытости и доступности современной медицины. Показываем и рассказываем непосредственно, как действовать населению, человеку при экстренных ситуациях, когда что-то случилось. Это, например, может быть остановка сердечной деятельности, это может быть травмы, ДТП, кровотечение, и так далее, и тому подобное, серьезные заболевания. На разных площадках представлено медицинское оборудование. А специалисты рассказывают о правильном питании, о методах лечения, видах диспансеризации и о том, как оказать первую медицинскую помощь. После реанимации человек еще долго будет приходить в себя, он будет несколько раз пытаться, возможно, опять умереть. Его нужно еще довести до больницы, потом будет долгая реанимационная болезнь. Это очень сложный процесс. В фестивале приняли участие не только медицинские работники, но также спонсоры и коллеги, которые тоже показали свою работу, направленную на улучшение качества жизни населения. Наша студия оборудована эксклюзивным оборудованием. Самое главное – это качели Юлина, которые по всей России есть только в 4 городах, и в том числе в городе Нерюнгри. Это уникальные качели, которые позволяют обойтись без операций даже с грыжей позвоночника. Мы подготовили для гостей фестиваля бесплатные купоны на посещение нашего тренажерного зала, потому что хотим, чтобы как можно больше людей занимались спортом и следили за своим здоровьем. В торжественной обстановке наградили тех, кто занимает и пропагандирует активную жизненную позицию. Ее личный пример – один из самых эффективных инструментов в воспитании ребенка. Работа по улучшению качества услуг продолжается, но врачи напоминают, что лучше заниматься профилактикой, чем лечением. Помимо окончания наших стройплощадок в этом году, как известно, планируется еще 6 объектов у нас, поэтому 27-31 у нас еще работы будет очень много. Там же при модернизации, реконструкции дальнейших объектов здравоохранения также будет закупаться новое оборудование. И будем развивать не только поликлиническую службу и доступность, но и стационарную службу, то есть это и терапевтическое неврологическое отделение, это в частности и реабилитация, и непосредственно, конечно, хирургию как таковую, гинекологию, урологию, общую хирургию, через лицевую хирургию, в общем, все аспекты, все сферы. Фестиваль здоровья получил живой отклик от жителей города. И в будущем такой формат общения с населением будет продолжен, что поможет укрепить доверие между врачом и пациентом и сделать шаг навстречу общему здоровью. Ирина Жданова, Андрей Гаянов, Нерюнгри. Самокаты как первоцветы. Едва сошел снег и дороги просохли, и вот они уже мелькают на пути. В одном только Якутске их число в сезон планируют довести до 1200. Вместе со стартом сезона возобновилась и дискуссия о безопасности этого вида транспорта как для пешеходов, так и для самих пользователей. Петр Васильев продолжит тему. Несколько дней назад на этом самом месте водитель «Тойоты» сбил несовершеннолетнего, передвигавшегося на электросамокате. Последнего доставили в медучреждение. Степень вины обеих сторон, безусловно, установит следствие, но уже сейчас ясно одно. Этот случай, хоть и один из первых, но далеко не последний. И это не голословное предположение, а вполне реальная опора на статистику. За сезон прошлого года травмы получили более 130 человек. Среди них, что самое пугающее, есть дети. На Симах можно ездить только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам. При пересечении проезжей части необходимо обязательно спешиваться, переходить дорогу в установленных местах, иметь защитную экипировку, также необходимо соблюдать скоростной режим. Анализ дорожных происшествий с участием несовершеннолетних водителей показывает, что чаще всего они попадают в дорожно-транспортные происшествия именно на питбайках. Данную технику им покупают родители, недооценивая опасность, которую она несет. Здравствуйте.
Пока в Якутске работает всего один сервис по прокату электросамокатов. Как утверждает кикшеринговая компания, в наступившем сезоне 2026 они усилили контроль за пользователями, которые нарушают правила. В частности, за несовершеннолетними и теми, кто ездит на одном самокате вдвоем или втроем. К слову, именно дети чаще всего и получают травмы различного характера при передвижении на самокатах. Уже с начала этого года в травматологическое отделение поступают пациенты с ушибами и переломами после самокатов. Есть как и сами самокатчики, так и те, кто пострадал от встречи с ними на тротуарах. День самокатчиков переходит уже по 2 примерно в среднем, иногда и по 3 бывает. Но не то, что вот именно самокатчики, и от них тоже пострадают уже простые пешеходы. В основном дети, когда вот падают с самоката, они падают, упираясь рукой вперед. В основном это травмы руки, лица и головы. Самые вот частые травмы. Ну, где-то и 20% травмы – это травма ноги. Сегодня эксперты говорят о комплексном подходе к организации передвижения на СИМах. От создания инфраструктуры в городах до жестких формулировок в законе. В ряде городов страны их и вовсе запретили. Ну а там, где сервисы работают, важно помнить в первую очередь о правилах передвижения, чтобы 15-минутная поездка не обернулась 3-месячным лечением. Петр Васильев, Иван Сорокаумов, Якутск. 30 апреля свой профессиональный праздник отмечают герои Огненного фронта. Пожарной охране России исполняется 377 лет со дня основания. В Якутске в этот день лучшим пожарным и спасателям вручили ведомственные награды. Также прошла демонстрация современной техники и показательные выступления. Подробности в следующем сюжете. Огнеборцы приняли участие в эстафете, продемонстрировав силу и выносливость. В программе подъем гири, штанги весом 40 килограммов, а также сборка пожарного рукава длиной в 20 метров. Кроме того, они отработали действия при условном пожаре. По прибытии на условный пожар огнеборцы оперативно разматывают рукав. Все занимает считанные секунды. На кону жизни людей. Даже в показательных выступлениях действия доведены до автоматизма. Одновременно 2 бойца снимают. Прежде чем приступить к спасению, важно обеспечить собственную безопасность. Перед подъемом на 4-й этаж, где находится условный очаг возгорания. Каждый пожарный проверяет работоспособность дыхательных аппаратов. Полный комплект экипировки весит до 40 килограммов. В таком снаряжении огнеборцы поднимаются к месту пожара. Обнаружив пострадавшего, они спускают его вниз, где Пострадавшего внизу принимает пожарный и оказывает первую помощь. в экстренных ситуациях пожарные действуют четко и слаженно. Быть пожарным – дело чести, уверен старший сержант внутренней службы специализированной пожарно-спасательной части Сергей Виноградов. Уже 4 года он служит в подразделении. Выбрал профессию по зову сердца, по долгу службы. Всегда мечтал стать офицером. Выдалась возможность, стал работать в спецчасти. У нас каждая смена, мы не знаем, что с нами может, какой вызов произойти. Поэтому мы должны быть готовым ко всему. Сегодня пожарно-спасательный гарнизон оснащен современной техникой, водолазным и спасательным оборудованием. Есть и спортивный инвентарь для поддержания физической формы. Повторить такие нагрузки неподготовленному человеку непросто. На территории нашей республики в последнее время тенденция к снижению как чрезвычайных ситуаций, так и пожаров и гибели на них. Много спасенных жизней, много проведенных профилактических мероприятий на территории нашей республики по обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Я хочу сердечно от себя лично, от руководства Главного управления поздравить всех. В свой профессиональный праздник пожарные подводят итоги, но не строят долгосрочных планов. Их работа всегда требует действий здесь и сейчас. Даяна Федорова, Артемий Наговицын, Якутск. Также в столице республики впервые отметили День коренных малочисленных народов России, утвержденный указом президента в ноябре прошлого года. В числе праздничных мероприятий, посвященных сохранению и популяризации родных языков и культур, выставки с представлением традиционных блюд и украшений, демонстрации национальных костюмов и концерты. Участие приняли представители эвенов, эвенков, юкагиров, долганов и чукчи. Завершением дня стало торжественное собрание, республиканский молодежный фестиваль, конкурс песен на родном языке. Сегодня на территории Якутии проживает порядка 41 тысячи представителей коренных малочисленных народов.
Нужно обратить внимание, что страна российская является многонациональным государством, в котором непосредственно до уровня своей защиты доходят практически все народности, этносы, которые проживают на территории России. И поэтому особое внимание коренным малочисленным народам Севера, особенно у нас в республике, уделяется и на уровне законодательной базы, и на уровне тех мер, которые мы сегодня осуществляем как исполнительные органы государственной власти. В Госсобрании Ил-Тюмен прошла важная встреча Ассамблеи депутатов представителей коренных малочисленных народов Севера Якутии. Участники подчеркнули, в условиях масштабной добычи ресурсов особенно важно защищать исконную среду обитания народов Севера, сохранять их промыслы и культурное наследие. Особое внимание уделили идее партнерства. Оно должно строиться на взаимном уважении и равенстве, а также предусматривать справедливую компенсацию за ущерб, нанесенный землям обитания. К примеру, уже сейчас на территориях традиционного природопользования действует 821 лицензия на добычу полезных ископаемых, и вопрос баланса интересов становится все актуальнее. Мы сегодня показываем работу по взаимодействию с коренными малочисленными народами двух предприятий недропользователей. В течение года, 1,5 года ими приняты очень интересные проекты, которые признаны населением лучшими. И мы хотим, чтобы все недропользователи, которые работают на территории республики, взяли опыт работы, использовали для того, чтобы люди почувствовали заботу и внимание к себе. В Якутске прошло празднование Дня коренных малочисленных народов России. Так, площадь Орджоникидзе стала центром, где собрались представители малых народностей, чтобы показать свою богатую культуру гостям и жителям столицы. Подробнее о том, как прошел праздник, в следующем сюжете. Национальные костюмы, наряды и украшения стали одним из центров внимания национального праздника. Созданные руками мастеров, они не только передают быт народов Севера, но также показывают культуру и обычаи, отражающиеся как в замысловатых рисунках и знаках, так и в самом материале изделия. Стараемся сохранить традиционные одежды, традиционные вещи, которые пользуются для народа раньше. И сейчас, и былые времена. Вот так что у нас это олень, это самое священное животное, которое нам дает еду, одежду и даже разные вот такие сувениры делаем, музыкальные инструменты делаем. На празднике также была представлена и традиционная кухня. Помимо разнообразных блюд из рыбы, были представлены северные ягоды, а также оленина и сахатина. Показываем, что у нас вот северный народ вот так вот живет, так вот мы богаты в нашей Якутии. Что мы не теряем здесь, живя в городе, мы не теряем вот это все. Также поддерживаем всю вот эту вот нашу кухню, всю нашу одежду, всю традицию, чтобы показать всем людям. Также перенести все наши традиции, рассказать детям, студентам, чтобы это все не терялось. В Якутии проживает 16% коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Это свыше 40 тысяч человек. Среди них эвены, эвенти, юкадиры, долганы и чукчи. Для них в республике работает множество программ, обеспечивающие как защиту их прав и культуры, так и устойчивое развитие. По инициативе главы республики Айсена Сергеевича Николаева действует государственная программа поддержки государственных официальных языков в республике Саха-Якутия с финансированием более 100 миллионов рублей на проекты по сохранению языков. Кроме этого, на поддержку традиционной хозяйственной деятельности, в первую очередь это оленеводство, рыболовство, охотпромысел, на традиционные отрасли Севера выделяется ежегодно около 1 миллиарда 300 миллионов рублей. Праздник, установленный указом президента России, стал событием, сплотившим коренные малочисленные народы, что являются хранителями уникального культурного наследия. Тимур Колмогоров, Виктор Дьячковский, Якутск.
Отметили праздник и в других районах республики, например, в Алданском районе, где средоточием многовековой культуры северного народа является Белецкий и Венкийский национальный наслег. В его состав входит село Хатыстыр, поселок Угаян и десятки родовых общин. С оленеводами, мастерами и рукодельницами пообщались наши корреспонденты. Талантами мастеров да рукодельниц славится Белецкий и Венкийский национальный наслег. В коллекции жительницы поселка Угаян, народного мастера Якутии Зинаиды Григорьевой, бесчетное количество шедевров. Почти 50 лет Зинаида Николаевна отдала школе, работала учительницей, затем стала директором. Ее стараниями в Угаяне был образован этнокультурный центр. Сейчас мастерица почти все время посвящает рукоделию. Краски таежного мира Зинаида Николаевна воплощает в кумаланах. Коврики у эвенков являются мерилом счастья и семейного благополучия. Свое мировоззрение они выражают в этих кумаланах. Например, 8 кумалан обозначает, что жизнь на земле бесконечна. А этот круглый коврик означает образ солнца. В Белецком и Венкийском национальном наслеге проживают чуть менее 2000 человек. В состав наслега входит село Хатыстыр, которое является административным центром, поселок Угаян и почти 3 десятка оленьих стойбищ. Коренная родовая община имени Владимира Сидорова является самой отдаленной. Она располагается за 1000 километров от Алдана. Домашний очаг семьи пылает в местности Чайдах, которая получила название по одноименной речке. Наши раньше здесь жили. В Чуре. А потом уже кочевали туда, Угино. Там колхоз сделали. Ну, всех соединили. А потом вот в 90-х годах вот обратно вот отец наш общину вот создал. Раннее детство неразрывно связано с тайгой у всех членов семьи. С измальства, приобщаясь к делу предков, ребятишки растут сильными и выносливыми. Сохранение ставшего привычным уклада требует от каждого человека непрерывной отдачи сил. Быт оленеводы полностью организуют собственными силами. Хлеб сами делаем, и получается с утра у хозяйки начинается завтрак, обед, ужин, там весь день с детьми. Путь в наслег долог и труден, и из стойбища оленеводы выезжают нечасто. Традиционно вместе труженики тайги обязательно собираются дважды в году. На праздник Бакалдын, когда приходит пора встречать лето, и на день оленевода, который отмечается в марте. Эвенк, он не может жить без того, чтобы не охотиться, без того, чтобы оленей не пасти, потому что это наша жизнь. Наши предки кочевали, с оленями жили, и мы должны тоже сохранить оленей и жить в согласии с природой. Венкийские гуляния любимы не только алданцами. На праздники приезжают жители со всей Якутии. По указу президента Российской Федерации Владимира Путина с этого года, 30 апреля, отмечается День коренных малочисленных народов. Сегодня главная задача – сохранить уникальное культурное наследие, язык и традиционный жизненный уклад. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алданский район. В Якутске откроется выставка главного художника Сахатеатра. Выставка под названием «Люди и птицы» – это философское размышление о связи земного и небесного. Образ птицы в работах автора становится центральным концептом, связующим звеном между материальным миром и духовной культурой. Подробнее о выставке расскажет моя коллега Лилия Бурцева. Экспозиция объединяет живопись, графику, театральные костюмы и ювелирные изделия, созданные в разные годы. Через образ птицы автор исследует связь человека с природой и духовным миром, наполняя работы символами и смыслами. В произведениях представлены разнообразные образы, от сказочной жар-птицы до стремительного ястреба. Люди, которые любят свою профессию, они настолько вдохновляются порой в поиском результата хорошего, что у меня такое ощущение бывает, что их посещает вдохновение. Такое же чувство полета. Я вот в этой выставке хотела рассказать именно об этом, об удивительном чувстве полета творчества. Когда люди из неизвестно откуда появляется у них удивительная духовная энергия.
Выставочный проект «Люди и птицы» Лены Гоголевой – это размышления о человеке, культуре и месте искусства в современном мире. В ее работах органично сочетаются традиционные мотивы и современные художественные решения. Это размышление человека, притом человека очень образованного, человека, который хорошо понимает и в искусстве, и в жизни, и так далее. Это размышление человека о жизни, о человеке, о мире, в обществе и так далее. Вот. И это она показывает через концепт, если вот так сказать. Основной герой – это птицы. Художественное мировоззрение Лены Гоголевой во многом сформировалось под влиянием семьи. Ее отец – народный поэт Якутии, писатель и драматург Иван Михайлович Гоголев-Кындыл. Мать Мария Алексеевна Черткова – ученый, кандидат сельскохозяйственных наук. Именно семейные традиции, высокий уровень образования и стремление к знаниям стали основой ее творческого мышления и глубокого восприятия мира. Конечно, повлияло, потому что здесь, на этой выставке, вы можете увидеть какие-то некоторые работы, написанные под влиянием как раз творчества Ивана Гоголева. Есть образы, конечно, и такие одухотворенные и светлые, но есть и образы такие, которые навевают такие глубокие раздумья и порой даже драматичные. Но вот это вот ощущение стремиться всегда к светлому, стремиться к светлому полету, это вот сопровождало творчество отца, и я думаю, что и сопровождает мое творчество также. Выставка будет работать со 2 мая по 7 июня в Национальном художественном музее Якутска. Проект обещает стать заметным культурным событием и привлечь внимание всех, кто интересуется современным искусством и национальной культурой. Лилия Бурцева, Джулсан Иннокентьев, Якутск. К этому часу это все новости. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Хороших выходных.